Сейчас вторая часть видеосюжета, посвященная труду Алана Гринсмана 45-летней давности о золотом стандарте. Еще раз повторюсь, обзор был написан очень популярным и простым языком, хорошим литературным языком, и переводить его было одно удовольствие. Вторая часть видеосюжета. До совершенно свободной банковской системе полностью единого золотого стандарта дело пока не дошло. Но до Первой мировой войны банковская система США и большинства стран базировалась на золоте. Даже несмотря на периодические вмешательства со стороны правительственных, банкинг был скорее свободным, нежели контролируемым. Периодически в результате чрезмерно быстрой кредитной экспансии объем кредитов, выданных банками, превышал лимит их золотых резервов. Процентные ставки быстро росли, новый кредит урезался, и экономика входила в резкую, но кратковременную рецессию. По сравнению с депрессиями 1920-33 годов, спад в бизнесе до Первой мировой войны проходил действительно мягко. Именно ограниченные золотые резервы тормозили несбалансированную экспансию деловой активности до того, как они превратились в послевоенную катастрофу. Периоды корректировки были краткими. Экономики быстро возвращались к здоровому состоянию, и рост возобновлялся. Но процесс извлечения приняли за болезнь. Если недостаток банковских резервов вызывал спад в бизнесе, доказывали сторонники экономического вмешательства, почему бы не придумать источник увеличения резервов для банка, который бы никогда не иссякал. Если банки смогут бесконечно кредитовать, как утверждали тогда, то и спада в бизнесе не будет. Так в 1913 году была создана Федеральная резервная система, состоявшая из 12 региональных банков Федерального резерва, владельцами которых были номинально частные банкиры, но фактически она спонсировалась, контролировалась и поддерживались правительством. Кредит, предоставляемый такими банками, на практике на самом деле незаконно поддерживался правом федерального правительства на обложение налогом. Технически мы оставались при золотом стандарте. Частные лица могли иметь золото. И оно по-прежнему использовалось в качестве банковского резерва. Но теперь, кроме золота, кредиты, выдаваемые банком Федеральной резервной системы, бумажные резервы, могли служить в качестве законного средства выплаты вкладчикам. Когда экономика США слегка пошатнулась в 1927 году, ФРС создала еще больше бумажных резервов в надежде предотвратить возможный дефицит банковских резервов. Однако еще большей катастрофой стала попытка ФРС помочь Великобритании, что золото утекало к нам, в Америку, потому что Банк Англии отказался допустить рост процентных ставок, когда этого требовали рыночные силы. Это было политически недопустимо. Власти рассуждали так: если ФРС вольет чрезмерные бумажные резервы в американские банки, процентные ставки в США упадут до уровня соразмерного со ставками Великобритании. А это поможет остановить потери золота Британии и избежать политического конфуза, связанного с вынужденным повышением ставок. Действия ФЭД увенчались успехом. Потери золота прекратились, но в процессе это едва не разрушило мировую экономику. Избыток кредита, который ФРС влила в экономику, пошел на фондовый рынок, вызвав фантастический спекулятивный бум. Руководство ФЭДа слишком поздно попыталось питать чрезмерные резервы и в конце концов смогло затормозить бум. Но поезд ушел. В 1929 году спекулятивный дисбаланс распространился так широко, что попытка вызвала резкое снижение и последующий подрыв делового доверия. В результате американская экономика рухнула. В Великобритании дела пошли еще хуже. И вместо того, чтобы принять все последствия своей предыдущей глупости, она совсем отказалась от золотого стандарта в 1931 году, разрушив остатки уверенности и вызвав серию банкротств мировых банков. Мировая экономика погрузилась в Великую депрессию 1930-х годов. Не правда ли вышеозначенные мероприятия ФРС очень напоминают текущее количественное смягчение, которое производит та же организация в той же стране? Руководствуясь той же логикой, что предыдущее поколение, государственники доказывали, что в кредитном кризисе, который привел к Великой депрессии, виноват золотой стандарт. Если бы его не было, считали они, отказ Британии от уплаты золотом в 1931 году не вызвал бы крах банков во всем мире. Ирония заключается в том, что с 1931 года мы пользовались уже не непосредственно золотым стандартом, а тем, что можно было определить как смешанный золотой стандарт. Но вину все же свалили на золото. Но
Возражения против золотого стандарта в любой форме от сторонников государства всеобщее благосостояние сходились из более тонкого понимания, осознания того, что золотой стандарт несовместим с хроническим дефицитным расходованием, отличительный признак такого государства. Отбросив научные термины, можно сказать, что государство всеобщее благосостояние не более чем механизм, с помощью которого правительство конфискует капитал у продуктивных членов общества, чтобы поддержать широкий ряд социальных программ, то есть дармоедов. Значительная часть отъема средств производится путем налогообложения. Но сторонники всеобщего благосостояния быстро распознали, что если они хотят удержать политическую власть, объем налогов нужно ограничивать. Им пришлось прибегнуть к программам массивного дефицитного финансирования, то есть делать займы путем выпуска гособлигаций, чтобы финансировать крупномасштабные государственные же расходы. Согласно золотому стандарту, объем кредита, который может поддерживать экономика, определяется ее материальными активами, так как каждый кредитный инструмент первоначально является требованием на какой-то материальный актив. Но правительственные облигации не поддерживаются реальным капиталом, а лишь обещанием правительства производить выплаты из будущих налоговых доходов и не могут быть просто поглощены финансовыми рынками. Большой объем новых правительственных облигаций может быть продан публично лишь при прогрессивно более высоких процентных ставках. Таким образом, правительственное дефицитное финансирование строго ограничивается режимом золотого стандарта. Отказ от золотого стандарта предоставляет сторонникам государства всеобщее благосостояние возможность использовать банковскую систему как средство неограниченного кредита. Они создали бумажные резервы в виде правительственных облигаций, которые путем серии сложных шагов банки принимают вместо осязаемых активов и относятся к ним так же, как если бы это были реальные вклады. То есть к эквиваленту того, что раньше было золотым депозитом. Владелец правительственных облигаций или банковского депозита, созданного бумажного резерва, верит в то, что он обладает действительно требованием по реальным активам. Но суть в том, что сейчас существует больше непогашенных требований, чем реальных активов. Закон спроса и предложения не обманешь. Так как предложение денег, требований, увеличивается относительно предложения материальных активов в экономике, цены должны постепенно расти. Таким образом, сбережения продуктивных членов общества теряют свою ценность в товарном отношении. Когда отчетность экономики сбалансирована, получается, что эта потеря ценности представляет собой товары, приобретенные правительством для социальных программ или других целей, на средства, вырученные от продажи правительственных облигаций, обеспеченных путем расширения банковского кредита. При отсутствии золотого стандарта нет и способа защитить сбережения от конфискации с помощью инфляции. Не существует безопасного способа сохранения ценности. Если бы он был, правительству пришлось бы сделать владение ими нелегальным, так как было с золотом. Если бы все решили, к примеру, оплатить все свои банковские вклады в серебро или медь, или любой другой товар, а потом отказали бы принимать чеки в качестве оплаты за товары, банковский депозит проявил бы свою покупательскую способность. И созданный правительством банковский кредит стал бы бесполезен в качестве требования на товары. Финансовая политика государства благосостояние требует, чтобы владельцы капитала не могли защитить себя. Такова суть нападок на золото. Дефицитное финансирование – это просто программа конфискации капитала. Золото мешает этому тайному процессу. Оно защищает право собственности. Если понять это, то несложно будет понять и выступление государственников против золотого стандарта. По-моему, очень симпатичная статья, популярна и доходчива. И она нисколько не устарела за 45 лет, прошедших с момента ее опубликования.